Произошел 9 декабря в субботу в Эжвинской школе номер 27, что позади меня. Во время мастер-класса по боевым искусствам с применением внимания настоящего холодного оружия 17-летний подросток получил ножевое ранение. Школьника экстренно доставили в отделение реанимации местной больницы, благо она находится рядом. В этот день, как и всегда, дежурила бригада из 11 врачей. Сейчас, по данным медиков, жизни школьника ничего не угрожает. Состояние пациента улучшается. При поступлении у пациента диагностировано проникающее колото-резное ранение преемственной стенки с повреждением органов брюшной полости, что, в принципе, относится к довольно серьезному ранению. Пациент был незамедлительно осмотрен, доставлен в операционную, ранение диагностировано, пациент прооперирован, выполнен весь необходимый объем оперативного вмешательства. Тем временем следственные органы возбудили уголовное дело по статье с говорящей формулировкой «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Осмотрен на место происшествия, опрошенные очевидцы случившегося, установлено, что случайное ранение школьник получил при демонстрации инструктором одного из приемов. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причины и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования будет проверено соблюдение установленных в данных случаях правил безопасности, а также дана правовая оценка действиям руководства образовательного учреждения. Случай с ранением подростка вызвал и общественный резонанс. Люди задаются вопросом, почему в стенах образовательного учреждения проходили занятия с применением холодного оружия. Обучение обязаны были провести люди с высшим образованием. Кто допустил к детям любителей? При имитации нападения следует использовать театральный реквизит, а не боевое оружие. Нужна проверка, но, скорее всего, тренер виноват. Слишком уж похоже на нарушение техники безопасности со стороны тренера. Все признаки халатности. Иначе тяжких телесных бы не было. Как нам сообщили в администрации района, организатором мастер-класса выступила общественная организация «Ветераны ВМФ». Мастер-класс должен был стать подарком школе, видимо, в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию. Но только о настоящем холодном оружии речи, конечно, не шло. Прооперированного школьника уже перевели в хирургическое отделение. Пациент находится в сознании, лежит в общей палате и получает всю необходимую терапию. И к Новому году школьника обещают выписать домой. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Эжвинский район.